Приветствую вас. Мне часто задают один вопрос. Как заставить себя есть меньше? Зачем вообще нужно есть мало? Ну и спрашивают мое мнение касательно этого. Решила ответить вам на этот вопрос. К тому же у меня на этот счет есть определенное мнение, которое вряд ли будет понятно большинству людей. Поэтому я решила в видео-ответе немного конкретизировать, почему я так думаю, на чем это основано и так далее. Как-то раз я заметила, что мой папа, приезжая ко мне в гости, очень мало ест, практически никогда не доедает. Я люблю готовить, я хорошо готовлю, мою еду все всегда хвалят. И вот я спросила папу: папа, неужели тебе не нравится? Все всегда хвалят мою еду, но ты никогда не доедаешь, или ешь настолько медленно и совсем по чуть-чуть, что просто удивляешься. Такое впечатление, что ты это все в себя впихиваешь насильно, чтобы не обидеть. Папа мне ответил и подробно рассказал о том, что есть много очень вредно. Люди испокон веков привыкли забивать свой желудок всякого рода продуктами, абсолютно ненужными им. И, как правило, они съедают намного больше, чем нужно им для поддержания жизни. Они растягивают свой желудок, и потом им приходится есть в 2 раза больше, потому что желудок растянутый требует еды, поскольку он не до конца заполнен. Хотя, если его не растягивать, еды нужно будет в 2 раза меньше. Папа говорит мне, что когда он едет в общественном транспорте и спрашивает билет, он дает пенсионное. И все просто в шоке с того, что он это тот человек, который на фотографии. То есть они просто не верят, что он может так выглядеть. И он говорит мне, что вся его внешность именно только потому, что он ест мало. Ведь та пища, которую мы потребляем, если она тяжелая особенно и ее много, вся она забирает нашу жизненно важную энергию, которая пошла бы на то, чтобы мы выглядели младше, сильнее, красивее, умнее. Всю эту энергию, к сожалению, мы тратим на перерабатывание абсолютно ненужной нам пищи. И мой папа стал советовать и мне есть как можно меньше, чтобы я была, как и он, в его возрасте, такой же молодой и красивой. Никто никогда не думает, сколько ему лет. Все думают, дают ему тот возраст, на который он выглядит. Но никто никогда не догадается, что ему намного больше, потому что мой папа очень мало ест. Поэтому я решила поделиться этим с вами. Я тоже стала очень мало есть со временем и поняла, насколько это прекрасно. Энергии в 2 раза больше. Состояние и настроение просто шикарное. Да, конечно, поначалу это сложновато начать есть меньше. Но потом, со временем, вы поймете, насколько это прекрасно, насколько это полезно. Так что советую вам сокращать свой рацион пищи, свое количество потребляемой пищи как минимум на 50%. Мой папа сократил на 75%, я тоже. Вот он ест, если вот такая где-то тарелка, вот столько еды, вот столечко. И выглядит он шикарно. Так что, дорогие, я вам раскрыла секрет, для чего есть мало и так далее. Надеюсь, что кто-то из вас прислушается и через некоторое время скажет мне, что я была права, и вот сейчас счастлив и рад, что узнал об этом прекрасном секрете. Что ж, милые, любви и света вам.